На очереди рубрика «Вести. Дежурная часть». В нашей студии уже появилась ее ведущая, моя коллега из пресс-службы МВД Алена Николаева. Алена, здравствуй, передаю тебе слово. Добрый вечер. В республике участковые полицейские продолжают встречаться с жителями и отчитываться о проделанной работе. Общение в подобном формате проходит раз в полгода. Участковые отвечают на проблемные вопросы, рассказывают о правонарушениях, сообщают о мерах безопасности. Егор Алексеев побывал на таких встречах. Хочу представиться. Участково-полномочной полиции, отдела полиции номер 4 МВД России по городу Чебоксары. Лейтенант полиции Макаров Андрей Олегович. Встречу с жителями северо-западного района столичные участковые проводят в стенах одной из школ. Первым делом полицейские доводят оперативную информацию. Сколько всего правонарушений произошло с начала года. Оказалось, что в этом районе Чебоксар уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Однако незначительный рост зафиксирован по фактам краж и мошенничества. Участники дискуссии задавали вопросы на самые различные темы. Жаловались и на пьяную молодежь, и на шумных соседей, нарушающих покой и порядок. Ответственность за данное правонарушение у нас предусмотрено. Это штраф административный в размерах от 500 до 1000 рублей. Если человек ежедневно шумит, нарушает, как говорится, наше покой в точное время, соответственно, штраф будет накладываться за каждый факт нарушения лишения покоя. Жители северо-западного района сообщали и о правонарушениях, свидетелями которых становились они сами. По всем из них будут проведены проверки. В завершении встречи участковый оставил свой номер телефона и напомнил, что связаться с ним можно в любое время суток. Не надо проходить мимо совершаемых правонарушений и преступлений. Важно своевременно, не полениться, не побояться, сообщить дежурную часть о том, что где-то лишний шум какой-то, да, и тогда, может быть, будет пресечено очень серьезное правонарушение. Вот такое взаимодействие между обществом и институтом участковых и будет залогом того, что наши дворы станут безопаснее. Встретились с участковыми и жители Маргаушского района. Несмотря на будний день, в клубе одного из сельских поселений собралось немало народу. Здравствуйте, меня зовут Бирков Виктор Владимирович. Я являюсь начальником отдела участково-полномочной полиции по Маргаушскому району. Проблемы сельчан отличались от вопросов, которыми задавались жители города. В районе остро сохраняется проблема незаконной продажи алкоголя. По вине нетрезвых правонарушителей совершаются ДТП, грабежи, кражи и драки. Участковые просили незамедлительно сообщать о гражданах, изготавливающих и продающих алкогольную продукцию. Если у нас сейчас физическое лицо продает спиртосодержащую жидкость, даже пищевого назначения, то есть водку сертифицированную, в магазине купил он в нем, продает вечером. В отношении данного гражданина будет возбуждено административное производство, и он будет привлечен к ответственности. Штраф минимальный 30 000 рублей. Правоохранители также ответили на вопросы граждан и призвали собравшихся активнее сотрудничать с полицией. После встречи участковые отправились дальше выполнять свои обязанности. Обходить деревни, общаться с населением и выявлять возможные правонарушения. Министерство внутренних дел по Чувашской республике запланировано и проводится в текущем третьем квартале 2017 года проведение отчетов перед населением. Основной целью данных мероприятий является реализация принципов открытости и публичности, обеспечение прав граждан на получение достоверной информации о деятельности участково-полномочного полиции. На сегодняшний день по всей республике трудится 340 участковых полицейских. Правоохранители выполняют важную и ответственную задачу. Выявляют они не только нарушителей общественного порядка. Исполняя служебный долг, народные полицейские предупреждают всевозможные преступления.